глухой якутской тайге есть огромные котлы неизвестного происхождения. Каждый год они все глубже погружаются в болото, поэтому найти их нелегко. А кое-кто давным-давно будто спускался в котел и попадал в длинный тоннель со множеством комнат, в одной из которых лежали черные иссохшие тела одноглазых человекоподобных существ. Более того, ходят слухи, будто в тайге расположилась засекреченная база пришельцев. Вот уже многие годы людям не дает покоя история местности Элю-Черкичох, больше известной под названием «Долина смерти». Искатели Якутии отправляются в экспедицию, чтобы попытаться узнать, какие тайны скрывает этот загадочный край. Эта история началась с письма из городка Удачный, что находится почти за 1500 километров от Якутска. Автор интернет-публикаций Александр Деревянко пригласил нашу съемочную группу в историко-краеведческую экспедицию в Мирнинский улус, а именно в Долину смерти. Он написал, что знает место, где могут находиться таинственные котлы, и покажет нам его. И вот мы в пути. Сразу оговорюсь, эта поездка оказалась не из легких. Словно кто-то чинил нам препятствия. Дорога от Якутска до Мирного не ахти какая. Мостов на время нашего путешествия еще не было. Переправы отданы предпринимателям, которые подчас драли с пассажиров крупную деньгу. А переправ здесь очень много. Люди вынуждены платить ввиду отсутствия альтернатив. Через 3 дня мы в столице Алмазного края. Именно отсюда начинается история Алмазного края. Карьер Мир. Глубина 500 с лишним метров. Это уникальное место притягивает сюда тысячи туристов. А вот и местная Ниагара, известная на весь мир Вилюйская ГЭС у поселка Чернышевский. Возведена ударными темпами на вечной мерзлоте в 60-е годы прошлого века. До назначенного места сбора экспедиции 65 километров. Их нам предстоит пройти по воде. Нас встречают провожатые Сергей Виталев и Валерий Стемпень. Валерий, вот как можно по карте понять наш маршрут? Вот сейчас мы спускаемся вниз по Алгуйдаху. Первая остановка — это у нас в районе притока Аллах на Избахсайно. Мы потом должны по Аллаху подняться немного, в районе 20 километров. И потом спускаемся вниз до Насуранга, до ручья. Недалеко от впадения, значит, реки Аллах. Одна из интересных аномальных зон находится. Так называемые Вилюйские котлы. Можно будет по месту там померить рамкой, посмотреть. Ночь перед сплавом на реке Олгуйдах. Неизвестность будоражит всех участников экспедиции. Эта земля хранит очень много удивительных тайн. И кто-то видит в этом игру природы, кто-то дорисовывает события по-своему видит. Я думаю, что на пустом месте рассказы, легенды людей уважаемых не рождаются. Мне человек один предлагал познакомить с дедушкой, с якутом, который знает точно, где эти котлы находятся. И знакомый, какой-то вот, я не помню кто. Он говорит, хочешь? А мне просто это, честно говоря, было мало интересно. Вопрос в том, хочет ли туда кто-то лезть. То есть о них идет молва такая нехорошая, да. Я своим здоровьем как бы не хочу рисковать.
Как ты думаешь, есть все-таки эти котлы или нет? Я думаю, есть. Самые фантастические истории о котлах связаны с вторжением в эти края пришельцев. Есть версия, будто инопланетный корабль потерпел здесь крушение. Автор этого предположения неизвестен, но подобными рассказами переполнен интернет. А самая невероятная история приписывается старому охотнику Эвенку, который якобы видел в районе междуречья Нюргун-Ботур и Атарадак металлическую нору, где лежали промерзшие насквозь, шибко худые, черные одноглазые люди в железных одеждах. Поиск контактов, возможных контактов с неземными цивилизациями, это занимательно, интересно и важно. Уфологи, они даже выявили несколько космических рас, которые посещают Землю. Наиболее часто те, которые посещают Землю, это так называемые зеленые человечки. Интересно, но вот в якутском фольклоре зафиксирован рассказ о маленьких зеленых человечках. Его записал Григорий Васильевич Ксенофонтов. Это один из первых якутских ученых, который в первой половине 20 века собирал большой исторический материал о происхождении якутов, а также этнографический материал, в частности, касаясь и мифологии, и шаманства. Интересно, что сама уфология появилась поздно, относительно недавно это явление возникло. В том числе и рассказы о маленьких зеленых человечках. В якутском фольклоре они уже фигурируют еще задолго до появления самой уфологии. Однако, с точки зрения академической науки, пока еще действительные контакты не зафиксированы. Сергей, по твоему мнению, котлы существуют или нет? Ну, что называется котлами? Геомагнитные зоны, геопатогенные, аномальные, они существуют, это ясно, потому что неадекватно ведут себя приборы там. Вот. Я думаю, что чтобы окончательно точку поставить, нужно достаточно серьезную экспедицию. Это разведочная экспедиция у нас. Ну и, наверное, на откуп зрителей вы оставите все это. Вопрос. Позади 3 дня тяжелого пути на перекладных от Якутска до Мирного и дальше до речки, откуда начинается наш сплав. Все трудности этой дороги в прошлом. А теперь нас ждут тайна и новые приключения. Поехали! Съемочная группа искателей Якутии отправилась в путь на 2 лодках во главе с рулевым Валерием Стемпень и Сергеем Виталевым. Крутой нрав северных рек дал знать о себе уже в начале пути. Лодки застревали на перекатах и отмелях. Ценой неимоверных усилий, преодолевая препятствия, искатели Якутии продвигались вперед. Протяженность реки Олгуйдах почти 200 километров. В переводе на русский язык это слово означает «место с котлами». Самое первое упоминание о странных котлах в Долине Смерти сделал российский натуралист и путешественник Ричард Мак в своей книге «Вилюйский округ Якутской области». Мак писал: «В Сунтаре мне рассказывали, что около вершины Вилюя есть речка, называемая Алгый-Тимирпить, в переводе с якутского «большой котел Утану», впадающая в Вилюй. Недалеко от ее берега в лесу находится в земле огромный котел, сделанный из меди. Из земли высовывается только один край его.
так что собственная величина котла неизвестна. Хотя рассказывают, что в нем находятся целые деревья. Обычно на этом месте авторы виртуальных публикаций обрывают цитату. А между тем Ричард Мак продолжает свою мысль. Рассказывали также, что оттуда, с вершины Вилюя, в 30-х годах настоящего столетия была вывезена кастрюля, сделанная из литой меди, которая досталась нюрбинскому священнику, подарившему ее потом своему знакомому из Алекминска. Ричард Мак делает свое умозаключение. Такие рассказы должны быть отнесены к области сказок. Возможно, котлы были на самом деле, но самые обычные для приготовления пищи. А огромными их сделала молва и способность людей прибавлять к вполне реальным фактам новые подробности. Обнаружен котел Якутии бронзовый скифского типа. Тогда племена Якутии бронзового и раннего железного века, они имели культурные какие-то контакты с жителями более южных географических широт. Это Южная Сибирь, Центральная Азия. Тогда же, возможно, и попал этот котел скифский. Может быть, местные его отлили, литейщики, металлурги. Но, по всей видимости, это мог быть и предмет импорта. Вещь важная, нужная, необходимая в хозяйстве в то время особенно. Алексей Павлович Окладников, это новосибирский ученый, указал, что якутские чароны по форме напоминают бронзовые скифские котлы. Связь со скифским миром, конечно, в якутской культуре присутствует. Это и орнаменты, это узоры, в том числе и вот котел. В этом году в начале лета здесь выпало мало дождей. Речка обмелела, обнажив свои многочисленные перекаты. Через некоторые из них лодку приходилось в буквальном смысле тащить на руках. Так, сейчас, погоди, я пристроюсь. 2, 3. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. В глухой тайге на правом берегу реки Ол-Гуйдах в среднем ее течении разбила лагерь историко-краеведческая экспедиция «Тайна алмазного края». Здесь можно прожить все лето и не почувствовать оторванность от цивилизации. Есть кухня, столовая, душ. Непосвященный человек может решить, что попал на базу к партизанам. Наша съемочная группа, остановившись здесь на ночлег и отремонтировав изрядно потрепанное снаряжение, должна утром двинуться дальше. Именно здесь нас ждет Александр Деревянко, пригласивший искателей Якутии в загадочную экспедицию, а вместе с ним и ученые, которые многое знают о тайне долины смерти.
Они присоединятся к искателям Якутии в дальнейших поисках. Один из объяснений феномена того же самого насчет котлов. Это известное такое явление, как гидролокалит. То есть это, в общем-то, подземная линза льда, которая образуется под толщей почвенно-растительного слоя и имеет форму, может иметь форму выпуклой линзы, правильно. И тут и называют такие бугры, морозные бугры, булгуняхи. Вот. При, допустим, каком-то нарушении почвенно-растительного слоя проехала техника там, или вообще обвалился берег реки, может быть происходить оттайка куполообразная такая, то есть вытаивает линза льда и остается купол. Есть там типа пещеры, и туда можно зайти, как бы, ну там не будет тепло все равно. То есть, ну и в отсутствии льда это может показаться при определенном восприятии, в общем-то, каким-то элементом, образованным каким-то вмешательством человека там, или каких-то других существ. И вновь дорога. Все готово для отправки к месту поисков загадочных котлов. Эти края интересны не только загадочными легендами, но и настоящей историей. Историей известен купец Савинов. В первой половине 20 века он вел дела с местными жителями от Бодайбо до Анабара и далее до Северного Ледовитого океана. Он возил им товары с большой земли, а взамен брал пушнину и золото. Первая остановка на реке Алгуйдах на географической карте обозначена как избы Савинова. Самих изб давно нет. Старожилы вспоминают, что савиновские дома были из добротных бревен, которые растащили охотники и рыболовы. Теперь только старые захоронения, оставшиеся почти развалившиеся постройки, напоминают о том, что когда-то в этих местах обитали люди. Могилы разрыты. Скорее всего, вандалы искали золото и драгоценности. Можно обратить внимание, что рубка исконно славянская, то есть все вставки без гвоздей и вырезаны абсолютно четко. Ну, также видно, что реставрировано уже современно. Есть и кованые старые гвозди. Вот их видно, большие шляпки. И рядом мы видим, пожалуйста, современные уже маленькие. Вот. Также можно обратить внимание, как сделана плита. То есть это цельный кусок древесины. Вот он один, вот он второй. И здесь резко. Очень интересная находка. Обратите внимание, что вот эта часть, это было растущее дерево. Верхнюю часть обработали и сверху насадили своеобразный ворот с зубчиками. Мне кажется, это какой-то вариант мялки. Может быть, какая-то кожемячная конструкция. Вот обратите внимание, череп оленей практически сохранился с рогами. По разрушению кости очень древний. Ну вот можно связать, кстати, с ритуальными вещами его. То есть здесь могила шамана рядом находится. Ну, такие вещи с рогами красиво используются для ритуальных целей. Черепа, обработанные сахатовым, оленя. По мнению некоторых авторов публикаций о Долине Смерти, еще одним ключом к разгадке тайны может служить якутский героический эпос. В Олонхо Нюргун Ботур Стремительный мы действительно нашли упоминание пропасти смерти, где прятались атаманы подземного мира от светлых богатырей. Однако сами исследователи якутского эпоса эту версию не поддерживают. Это место находится не в Якутии, это место находится в Восточном Туркестане, это Цзиньцзян, Уйгурский автономный район Китая. В Олонхо место, откуда выходит чудовище из подземного мира, единый мир, Тюген, пропасть. Это историческое место. Тюген, или сейчас это Турфанская впадина,
в общем-то, факт давно установленный в пиркологии. Примерно на 200 метров ниже уровня моря. Там был оазис. Сейчас это пустыня. Что касается долины смерти, то на самом деле их много. Например, место, куда приходят умирать олени. Это тоже долина смерти. Может быть, и это имеется в виду. Есть места с природными аномальными явлениями. Вот отмечено аномальное явление. При росте лиственницы дальнейшего прироста не происходило, а нарастали как бы почки в кучках. И это непонятно, так как бы редко встречается. Но тем не менее мы видим это здесь. И здесь это повсеместно. То есть на всей площади, которую мы сейчас будем осматривать. Руководитель историко-краеведческой экспедиции Александр Деревянко привел нас в гиблое болотистое место с кругами жухлой травы. Здесь побывали искатели из Чехии, среди которых был небезызвестный охотник за сенсациями Иван Мацкерли, и якобы сумел найти котлы. Однако почти сразу почувствовал себя плохо и спешно уехал домой. Теперь штурмуем болото мы. А это, подожди-ка, а это что такое? Находятся без воды. Опа. Что это? Я не знаю. А это резина, ребята. Александр, вот счастливец, а? Может быть, это обшивка космического корабля? Может быть. А резина, да? Резина. Геология бессильна против такой находки. На самом деле, то есть это реально кусок резины. Вот края, смотри, заплавленные края. Это резина, она так может рваться. Счетчик ничего не показывает. Надо же кусочек проверить, поджечь, что это такое, резинка или нет. Сейчас мы маленький эксперимент проведем. Резина чистой воды. Да, ну. Я не удивлюсь, что это предмет, является предметом или самолета, или какого-то космического тела. Но никак это не трак от гусеницы, потому что мы бы с вами здесь увидели бы след. Я хочу ручку найти от двери в космический корабль. Логическое объяснение этой находки никто из нас дать так и не смог. Но если предположить, что резиновый камень, так мы его назвали, упал с неба, а пролеты самолетов над этой территорией редки, то что могло стать причиной его падения и каково его происхождение? Возможно, болото хранит большую тайну, чем найденный нами резиновый камень. Смотрите, треугольник, похоже на стрелку, как раз показывает на следующее озеро. Прям как в игре «Светлый дозор». Ну вот здесь вот смотри, по-моему, вот очевиден прямой угол, да? Да. И у тебя точно так же, И у меня да? точно так же. И вот так вот это идет, да? Да, вот. Граница вот она видна. Вот заходит туда, и снова прямой угол, прямой, прямой, прямой. Я не думаю, чтобы каким-то естественным образом можно было это объяснить. На мой взгляд, совершенно очевидно, что здесь 1, 2, 3, 4 абсолютно прямых угла. Жалко, что мы не имеем возможности снять это с воздуха. Тогда бы это было абсолютно очевидно. Тайна долины будоражит воображение многих исследователей аномальных зон нашей планеты. Некоторые из них пытались отыскать котлы самостоятельно, но, столкнувшись с неизвестным, возвращались домой и зарекались приходить сюда когда-нибудь еще. Если в 18, 19 и начале 20 века легенды о долине смерти пугали людей, то сейчас они как магнит притягивают многочисленных исследователей, туристов и любителей загадок. Мы рассмотрели несколько версий о тайне долины смерти. Одни фантастичны, другие более реальны. Какой из них верить?
Пусть каждый решит это сам.